Шаг вперед и два назад. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, почему власти Таджикистана часто отступают от своих решений. Подписывайтесь на наше обновление, чтобы быть в курсе о всех новинках на нашем канале. Последние годы таджикские власти по разным причинам не раз изменяли или отменяли принятые решения ранее. Независимые эксперты говорят, что такие решения не всегда проработаны и чаще являются результатом работы лоббистских групп. Некоторые же эксперты видят в этом руку Кремля, которая подгоняет происходящее в стране под себя, но обо всем по порядку. Оставить власть себе и своей семье до конца, а все, кто этому мешает, в том числе и наша партия, другие политические партии, несмотря на то, что он подписал с нами общее соглашение о мире, он решил устранить всех конкурентов. В середине марта власти Душанбе отметили, что, возможно, пересмотрят решение о запрете на использование автомобилей, произведенных до 2014 года в качестве такси, и разрешат для пассажирских перевозок технически исправленные автомобили выпуска до 2014 года. 15 февраля президент Эмомали Рахмон подписал решение о продлении срока регистрации сим-карт на ID-паспорта на 2 года, до 15 февраля 2022 года. Согласно ранее принятому постановлению правительства, граждане должны были перерегистрировать свои сим-карты на новые паспорта сперва до 15 августа 2019 года, а потом после продления срока до 15 февраля 2020 года. Отказ от ранее принятых решений наталкивает наблюдателей и экспертов на самые разные вопросы, в том числе на то, насколько согласовано между собой работают органы государственной власти, учитывают ли они мнение общества при принятии решений и последствия своих шагов, почему решение принимается запоздало и не извлекая должные уроки из предыдущих прецедентов. Как вы считаете? Свои ответы пишите нам в комментарии под этим видео. Независимый эксперт Абдумалик Кадиров видит главную причину в сверхцентрализации власти и низком кадровом потенциале власти. Не каждый из приближенных или советников первого лица может взять на себя смелость указать ему, что ранее принятое решение было вовсе неправильным и ситуация изменилась. На более низких эшелонах также сверхконцентрация власти в руках первых лиц, и каждый из них при принятии решений прежде всего ждет одобрения вышестоящего начальства, отмечает эксперт. И, кстати, в самой элите немало очень умных, порядочных людей, которые тоже стали жертвами этого режима. По его словам, размещение людей на карантин и их возвращение на родину говорит о слабой координации между органами власти и низкой подготовке к чрезвычайным ситуациям. Эту же оценку разделяет и независимый политолог Парвиз Муладжанов, который отмечает, что из-за отсутствия единого подхода наблюдается перемена в стратегии и переход от одной крайности в другую. Кроме того, основная проблема заключается в деятельности сильных лоббистских групп, таких как Министерство связи. Они проталкивают свои собственные коммерческие интересы, которые часто входят в противоречие с национальными и государственными интересами, написал в письменном ответе эксперт. По его словам, почти все адекватные экспертные предложения в органах власти принимаются, но вопрос их реализации опирается на отсутствие финансирования и зависит от умения чиновников на местах. Он указывает, что еженедельно по субботам местные власти принимают граждан, но не всегда эти обращения оказываются дельными и конструктивными. В любом случае, то, что власти меняют свое решение, не должно восприниматься как слабость. Признавать ошибки в политике – очень правильный и достойный шаг, говорит эксперт. Журналист Марат Мамадшоев не согласен с подобным мнением. Он отмечает, что интеллектуальный потенциал власти слабый и оторван от общества. Зачастую отмена решений становится полезнее для общества, чем его принятие. Часто лицо, принимающее решение, сходу говорит, что надо делать, а последствующие институты просто исполняют, поскольку хотят понравиться первому лицу. Складывается впечатление, что чиновный аппарат больше работает на картинку, нежели на результат. Действительно, потенциал власти не так уж и велик, потому очень часто поддаются влиянию различных более влиятельных стран, в том числе и России, чтобы создать максимально благоприятную ситуацию как для себя, так и для влиятельных лиц. Потому что он исчерпал себя как лидер, он уже не договороспособный человек, он показал себя несколько раз. На этом у нас все. Просим вас оценить наше видео подпиской и лайком. Также у нас есть специальное предложение для тех, кто заинтересован в продвижении своего продукта. Мы предоставляем рекламу на очень выгодных условиях. Подробности будут под видео или же в шапке профиля. До скорой встречи!